Но сессия городской думы, она немного по-иному проходит, чем наши заседания парламента, да, в Вилтумени. Но это определяется форматом, тем, что как бы городская дума у нас является главным законодательным органом муниципалитета городского округа город Якутск. И, соответственно, в начале заседания звучит гимн города Якутска. Кстати говоря, гимн у города Якутска появился в ту бытность, когда мы с Борисом Александровичем Горбатюком работали в общественной палате города Якутска. Это была инициатива нашего мэра Айсина Сергеевича, и он тогда нам поручил провести большой конкурс на написание, на создание гимна столицы нашей республики. И совместно с управлением культуры города Якутска мы провели очень большой конкурс. Он продлился почти год с лишним. И в результате родилась замечательная, тогда она казалась песней, а сегодня это действительно полноценный гимн нашей столицы. Он звучит на всех значимых мероприятиях, в школах, в общественных местах, на знаковых событиях. И поэтому сегодня у каждого горожанина гимн нашей столицы на слуху. Ну и сегодня, конечно, рассматривалось около 10 вопросов, которые касались и землеустройства, и благоустройства. Также, конечно, рассматривались вопросы присвоения званий за вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства, финансовой сферы города Якутска. Первым вопросом мы заслужили отчет управления внутренних дел нашего города. Отчет очень содержательный. Сразу резанул слух, скажем так, то, что около 60% всех преступлений происходит под алкогольным опьянением. К слову сказать, мы буквально вчера в окончательном втором-третьем чтении приняли закон, регламентирующий реализацию сбыта алкогольной продукции. Речь идет о наливайках, разливайках злополучных. Закон вступит в республике и в городе Якутске, соответственно, с 1 сентября этого года. Это закон, который мы добивались практически с первых дней избрания нас депутатами. Наверное, мои избиратели помнят, сколько было сломано копий, к сожалению, сломано копий в борьбе, чтобы закрыли пенную точку на нашем микрорайоне. Тот же злополучный Цоколь 1, Цоколь 2 в 203 микрорайоне. До 2 часов ночи мы проводили рейды совместно с участковыми нашего округа. Потом, в период пандемии случилось вообще невообразимое. Эти заведения расплодились в таком количестве, что мы недавно проводили в медиацентре мероприятия, скажем так, общественное обсуждение данного законопроекта. И на карте увидели, что это буквально красным-красно. Наш город Якутск весь кишит и красным цветом обозначен алкомаркетами, разливайками, наливайками, лжекафе, называйте как хотите. Надеемся, что к 1 сентября этот закон вступит в действие. И, как сегодня опубликовал мэр нашего города Евгений Григорьев, более 70 таких сомнительных заведений прекратят свое существование. Но, так сказать, они не дремлют. Уже поступают сигналы о том, что они выкупают близлежащие помещения, расширяют свои помещения, хотят соответствовать 75 квадратным метрам, которые будут теперь отведены под общепит. Посмотрим, что возьмет верх. Здравый смысл, закон, либо алчность этих лжепредпринимателей. Я даже открыто хочу заявить об этом, что это люди, которые не имеют никаких моральных принципов. Они торгуют алкопродукцией даже для несовершеннолетних детей. Поэтому мы, горожане, должны быть бдительными, не проходить мимо и бороться с этим злом. Я думаю, что борьба 1 сентября не прекратится. Возможно, она плетет даже в новых условиях приобретет новый уровень, но все же что-то будет сделано. Хотелось бы сегодня отметить одну очень радостную весть и довести до своих избирателей, что наконец-то в нашей школе номер 15 присвоено имя замечательного человека, педагога с большой буквы Бориса Александровича Горбатюка. Борис Александрович отдал этой школе очень много-много лет. И сегодня
в год педагога и наставника это очень знаковое событие укрепилось решением нашей городской думы. Хочу поблагодарить и Альберта Никандровича, Анатолия Андреевича, и Евдокию Ивановну Евсикову за то, что сегодня депутаты как один все проголосовали за присвоение имени Бориса Александровича Горбутюка школе номер 15. Ну и символически этот вопрос стоял под номером 5. Сегодня все произошло на 5, как того всегда желал наш Борис Александрович. Так что коллектив школы номер 15. Светлана Юрьевна Горбатюк, директора школы, поздравляю с этим событием. И, пользуясь случаем, всех женщин города Якутска с наступающим 8 марта, с первым днем весны. Будьте здоровы, счастливы, радуйте. Пусть дети радуют нас. И все в этом мире будет на 5.